Ну, на сегодняшний день вот, ситуация в целом в городе Бишкек находится в плачевном состоянии. На сегодняшний день у нас имеются многочисленные незаконно построенные объекты, многочисленный захват земельных участков, это в виде гаражных кооперативов, автостоянок, навесов и другие, так скажем, капитальные строительства. Вот один из таких примеров – это объект, который вот на сегодняшний день мы находимся. Это пересечение вот данных улиц, где двухэтажное здание было построено без каких-либо разрешительных документов. В свое время земельный участок арендатор брал под автопарковку, но, несмотря на это, не используя ее по функциональному назначению, построил здесь двухэтажное здание. Данное здание уже стоит уже в течение последних 6 лет, и каких-либо решений относительно этого здания не было. Были судебные процессы, были и крышевания и так далее вот со стороны некоторых наших чиновников. Но, несмотря на это, на сегодняшний день было принято решение вот, снести данное здание. Имеются все судебные решения. Мы арендатору нашему в свое время зимой вот предлагали, чтобы он передал это баланс муниципалитета, хотя бы чтобы не ломать. Но, однако, со стороны данного арендатора это предложение полностью было проигнорировано, и было написано обязательство о том, что он в течение 20 дней сам демонтирует данный объект, но, однако, не выполнил свои обязательства. И в связи с этим мы на сегодняшний день вынуждены, так скажем, демонтировать данный объект. А вот вы говорили то, что вначале он брал как под парковку арендодатель. Да. Он выплачивал деньги? Ну, в свое время, да, эти моменты я точно сейчас не могу сказать. Ну, да, были моменты, когда они выплачивали, но, однако, после того, как он построил данное здание, уже функциональное назначение земельного участка уже как бы используется не по назначению. И в связи с этим мы вынуждены были, так скажем, обратиться в судебные органы и уже принимать такие решения. А когда вы обратились в судебные органы? Ну, это судебное решение уже позапрошлом году еще вышло, оказывается, но, однако, данное судебное решение попросту не исполнялось. То есть были определенные моменты по оставлению данного здания, то есть изменение судебных решений и так далее. То есть и были люди, когда ко мне лично обращались, чтобы оставить данное здание, и даже предлагались, так скажем, баснословные денежные средства в виде взяток. Ну, открыто надо сказать об этом, уже никому не секрет.